Ассаляму алейкум, добрый вечер. В эфире ток-шоу «Крымский консенсус». Сегодня в фокусе нашего внимания, наверное, самая долгожданная школа в новой истории крымских татар – школа на Фонтанах, школа номер 44, которую в народе прозвали «школой 4 президентов», которая строилась более 20 лет. И вот, наконец, в течение 2 лет мы приближаемся уже к ее завершению. Также мы обратимся к самым насущным проблемам крымско-татарского языка и как эти проблемы нам сегодня решить. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и предлагаем вам принять участие в нашем онлайн-голосовании. Кто виноват, что школа 4 президентов строилась более 20 лет? 2 варианта ответа – государство либо народ. Также у вас есть возможность задать вопросы нашим экспертам, принять участие в нашей дискуссии. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. В гостях у нас сегодня Унер Абдулгазиз, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобильного транспорта Крымского инженерно-педагогического университета. Имени Ганиева, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета истории и искусств крымско-татарского языка и литературы Крымского инженерно-педагогического университета. Зейнеп Бариева, куратор проекта «Файдалла Илем», преподаватель исламских наук при Духовном управлении мусульман Крыма. Элеонора Акимова, директор средней общеобразовательной школы номер 44 города Симферополя, школа 4 президентов. Лемара Селиндели, доктор филологических наук, Крымский федеральный университет имени Вернадского. Зарема Сулейманова, заведующая сектором образования на родных языках Министерства образования, науки, молодежи Республики Крым. Перед тем, как перейти непосредственно к нашей дискуссии сегодня, давайте посмотрим наш сюжет. Одним из самых печальных долгостроев, символов предыдущей эпохи, по праву можно было считать школу в микрорайоне Фонтаны города Симферополя. Учебные заведения начали возводить в далеком 1993 году. Очень быстро забросили, и с тех пор слышались только обещания. А около 9 лет назад строительство вообще было остановлено. Именно поэтому в народе объект прозвали школой 4 украинских президентов. 2 года назад власти Крыма, выполняя указ президента Владимира Путина о реабилитации, четко заявили, что школа должна служить народу. За такой короткий срок этот объект, который десятилетиями представлял собой архитектурное убожество, удалось достроить, и на данный момент идет подготовка к его сдаче в эксплуатацию. Самым важным является то, что школа на Фонтанах, рассчитанная на 900 учащихся, будет оснащена самым современным оборудованием, включая 2 спортивных зала, футбольное поле, современное техническое оборудование, систему пожарной безопасности, видеонаблюдение и многое другое. Таким образом, уже начиная со следующего сентября сотни наших маленьких соотечественников смогут получать качественное образование на родном языке в самой технически оборудованной школе Крыма. На данном этапе идет формирование коллектива учебного заведения. Не так давно стало известно имя директора. Им была назначена Элеонора Аметова, педагог с большим стажем работы, опытный управленец в сфере образования и носитель крымско-татарского языка. Однако такое радостное, долгожданное и символичное событие пытались омрачить те, кто десятилетиями не делал ничего конструктивного для национального образования и развития крымско-татарского языка. Те, кто долгими годами привык только требовать и ставить ультиматумы, при этом не прилагая никаких конкретных усилий, никак не могут смириться, что российские власти решают реальные проблемы и строят реальные школы. Сплетники и провокаторы – это явление временное. А крымско-татарская школа, поднятая из руин за рекордные сроки, уже очень скоро откроет свои двери для наших детей. Объект действительно чрезвычайно важный как для республики, так, собственно, и для крымских татар. Поэтому в преддверии нашей дискуссии сегодня спикер Государственного совета Владимир Андреевич Константинов дал комментарии специально для нашего ток-шоу. Мы с рабочей поездкой посещали этот объект. У нас куратор этого объекта Государственного совета Гафар Вадим Саидович. То, что мы видели в последний раз, говорит о том, что объект завершается, то есть находится в завершающей стадии. До Нового года он будет сдан. Это замечательный объект. То есть та идея, которая задумывалась, она реализовывается. Мы получим это общеобразовательное учреждение. В некоторых смыслах это уникальное учреждение и по оснащению, и по тем подходам, которые реализованы в этой школе. Теперь нужно насытить эту школу уже реальным содержанием, и здесь предстоит еще колоссальная работа. Но руководство уже школы есть, предприятие сформировано.
На следующий год штатное расписание на начало года они получили, смогут в течение первого квартала подготовить школу, весь общеобразовательный процесс в соответствии со стандартами для подготовки там, начального и дополнительного образования. Ну а к 1 сентября уже будет масштабное открытие. На следующей неделе мы планируем провести первое заседание попечительского совета. Как я уже говорил, мы здесь в Государственном совете вместе с главой республики приняли решение о создании на базе этой школы попечительского совета, такого широкого общественного форума, на котором бы решались вопросы не только процесса обучения детей, но и более широкие, культурные, просветительные и гуманистические идеи реализовывать на базе школы. Там возможность для этого есть. И это очень хорошая площадка привлечь к этой работе не только активистов крымско-татарского населения, не только, так сказать, чиновников, но и многие национальности, у которых есть хорошие идеи. Это, то есть, будет площадка такого вот крымского, сугубо крымского направления. Мне кажется, это очень хорошая идея. Вот на следующей неделе мы первый раз соберемся для реализации этих вопросов, потому что у нас есть чем заниматься, вопросы воспитания детей, чтобы дети с самого раннего детства понимали различия друг друга. Крым многонациональный регион, у нас более 130 национальностей, это колорит Крыма. Нужно детей с самого детства к этому приучать, его воспитывать. И вот тут есть почва, хорошо нам поработать в этом направлении. У нас есть много вопросов, касаемых истории Крыма. Много есть мифов, которые нужно развенчать и, так сказать, положить уже норму воспитания, так как это положено уже в соответствии с новой реальностью. И многое другое, то, что нужно будет работать. Кроме того, там на базе этой школы мы хотим развить спортивную часть. Там очень хорошая база создана, но подавляющее большинство школ в республике не имеют такой базы спортивной. Поэтому сейчас там возникла идея создать, кроме всего прочего, еще традиционные школы борьбы куреш и самбо и дзюдо. По самбо есть рекомендация Министерства образования о введении обязательного обучения. Это наш национальный российский вид спорта. Он очень хороший, очень полезен для всех учеников. И вот на этой базе уже от имени федерации, которую я возглавляю, Федерации самбо и дзюдо, мы также приняли решение, что будем активно участвовать в помощи этой школе для того, чтобы эти виды спорта развивать. То есть работы будет много, интересной работы, хорошей. Но вопросы не решались, потому что не было финансов, а самое главное, не было политической воли решать эти проблемы. Очень много было политиканства, то есть использования межнациональных проблем для решения каких-то своих политических вопросов, а практическими вопросами совершенно не занимались, поэтому это как бы тот багаж, который уже нам достался, мы, конечно, уже будем работать в совершенно другом направлении. Но они воюют с нами, понятно, им надо все, что мы делаем, все плохо. Они занимались бездельем, все эти 20 лет спекулировали на проблемах людей, провоцировали людей. И вот этим занимались. Уже даже в конце украинского периода стало понятно, что и эта тема иссякает. Они уже надоели людям без конца своими попытками стравить людей по национальному признаку или без конца давить на одну и ту же мозоль, на проблему депортации, этого преступления, которое было совершено после войны. Как будто другой жизни не существует, и сегодняшних проблем у людей, у молодежи, которые растут, не существует. Их нужно было решать, эти проблемы очень долгое время не решались. Сейчас начался этап реализации проблемы. Мы очень хотим как раз создать эту школу, это долгожданный проект, мы много работали над этим, чтобы он был реализован, чтобы уже показал, что мы уже пошли совершенно другим путем. Вот просто такого словоблудия перейти к реальным делам, которые помогут людям. Следом там у нас есть детский садик, проект уже разрабатывается следом. То есть это будет шикарнейший, современнейший комплекс. Это вот первый практически крупный проект, который будет реализован у нас уже в это время.
Ну что, Элеонора Ханум, мы вас прежде всего поздравляем с новой должностью, желаем вам всяческих успехов, достижений, всего самого наилучшего. Вы сейчас находитесь на очень важном этапе подготовки к учебному процессу, подготовка к большой работе. Чем вы сейчас конкретно заняты в качестве директора и какие основные проблемы, вопросы, возможно, вы сейчас решаете? Ну, как уже было сказано, строительство подходит к завершению. 29 декабря будет сдан этот объект. 29 декабря планируется сдать этот объект в эксплуатацию. И, естественно, учебный год планируется 1 сентября. До 1 сентября мы должны подготовить документы на лицензию, право преподавания общеобразовательной деятельности. Дальше мы будем работать над формированием педагогических кадров. Дальше мы будем работать над тем, уже определены границы микрорайона, который школа принадлежит, и будем комплектовать детей, которые будут учиться в нашей школе. Мы планируем провести День открытых дверей, куда приглашаем всех жителей микрорайона Фонтаны, Ахмечеть, Чистенькая. Это будет 15 января, это будет воскресенье. Пожалуйста, приходите, и мы будем отвечать на все ваши вопросы, которые у вас есть, и будем создавать предварительные списки детей, которые хотят учиться в нашей школе. Хорошо, День открытых дверей будет в самой школе. Да. Хорошо. Умир Абдуллаевич, объект знаковый для всей республики и для всего народа. Но для нас, для жителей микрорайона Фонтаны, это дело особенное, потому что на протяжении всех этих 20 лет эта школа находилась в руинах буквально перед нашими глазами. То есть мы даже чисто эмоционально ее воспринимаем очень по-особенному. Как вы оцениваете значение этой школы и как университет, Крымский инженерно-педагогический университет, собирается строить взаимодействие со школой на Фонтанах? Спасибо. Ну, я хочу с самого начала поздравить Элеонору Шевкетовну с этим новым назначением. Оно и высокое назначение, и очень высокая ответственность. Я хочу признать это публично. Ну и хочу начать с того, что поблагодарить всех тех, кто приложил усилия, что эта школа, простоявшая с мертвыми глазницами, взирающая на наш микрорайон Фонтаны, мимо которого нам приходилось каждый день туда и обратно, мимо этих зияющих глазниц 20 лет проходить. Наконец эти глаза школы оживают. Я бы эту школу назвал школой надежды. Надежды народа на становление, на будущее. Ответственность на этой школе такая особая. И я бы еще эту школу назвал школой-индикатором. Если нам удастся помочь школе стать полноценной, стоящей твердо на ногах и обеспечивающих все чаяния народа в плане образования, школьного образования, значит, и народ состоялся, вернувшись на родину. Если такового, тогда будет очень жаль. Умир Абдуллаевич, вы договорите, у нас просто одновременно... у нас телефонный звонок, давайте выслушаем нашего телезрителя и потом к вам вернемся. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Да. Алло, алло, настройте оқытacaklar балалар. Нас оқытacaklar? Нас тілде оқытacaklar. Мүмкін олса мен жауап берейін бұл суалге. Эбет сау олыңыз суалыңыз үшін. Ең есас бұл мектепке кележек ана бабаларынан бағылы. Ең есас оларының істегінен бағылы. Ана бабалар бүгінде яңы мектеп açılacak, Allah kısmet etse, яңы мектепке келіп, өз баласы ана тілінде тәсіл алғаны істесе, elbette о сымарыш етежек. Ve мектеп müdürü оның бойын боржы olacak енді. Егер ана тілінде тәсіл алмаға істеген ана бабалар өз evlatlарыны Крым татар тілінде оқытылған сыныфларға кетірежеклер. Егер böyle bundan da gayrı
башка тилде, яғни рус тилинде, яда башка тилде тасил алмага истеген ана бабалар эбетте оларын кырым татар тилини огренмеге имканы олажак. Ve bu мектепте мен аңлаганыма көрө эр бир шарайыт bunun үчүн яратылажак ала кызмет этти. Мына болем. Çok sağ olunuz. Умир Абдуллович, пожалуйста. Так, ну, мен рус тілінде башладым, девам етейін. 25 жылың ішінде мына мен не перешел. Как вам удобно. За те годы, которые не строилась эта школа, успели родиться уже дети у тех детей, которые родились в этом микрорайоне Фонтаны. И уже готовятся к поступлению в школу. Это знаковое событие. Я хочу сказать о будущем нашем взаимодействии с нашей уважаемой Элеонорой Шевкетовной, а точнее между 44-й школой, какая-то цифра знаковая, 44. Красивая. 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 Вот порядка 30% сотрудников нашего университета – это так или иначе жители Фонтанов. Вот я как раз к числу таковых отношусь. Я с самого начала этого самостроя, и когда мы разбивали улицы, когда планировали, где у нас будут какие-то помещения соцкультбыта, где-то что-то, мы сами перед собой, никто тогда нам ни да не говорил, ни нет не говорил, мы выделили площадь для школы. И если другие площадки для всевозможных соцкультбытовских назначений все-таки кто-то освоил, то вот на территорию школы никто не посягнул. И слава Богу, прошло 25 лет, хотя фундамент там был заложен где-то в 93-94 годах, мне так кажется. Вот на сегодняшний день эта школа оживает. И перед тем, как прийти вот на эту нашу встречу, я вчера хотел вот на себе ощутить, что из себя представляет школа, ну, скажем, середины декабря месяца 2016 года. Ну, конечно, ощущения потрясающие. Я так понимаю, что не бывает худо без добра. Если бы тогда как-нибудь, может быть, в те годы, может быть, через 10 лет после начала строительства эту школу как-нибудь построили, ну, смею вас заверить, что она в том состоянии, в каком она сейчас готовится к приему наших детей, она бы ни за что не была. И я так вот, пользуясь слухами и знакомыми, знаю, что какая сейчас идет не только возведение стен и прочее, какая идет начинка классов, сколько электроники, сколько интересного для детей материала сейчас оборудуется в этой школе. Даже вот в холодную зимнюю стужу пройти вот за здание школы и увидеть стадион своими глазами, ну, честно, у меня такой, если не видеть все постороннее, где-то такое ощущение, что в Швейцарию попал. Я хочу дальше сказать о взаимодействии нашего университета с нашей школой, потому что я уже сказал, мы намертво друг к другу привязаны и обречены на взаимодействие, взаимоподдержку, взаимовлияние. Наш университет достаточно энциклопедичный, да. Порядка 26 специальностей мы замахнулись в надежде, и надежды в значительной степени сбываются, открывали те специальности, которые нужны народу. И очень бы хотелось, чтобы мы получали из нашей 44-й школы тот детский контингент в виде абитуриентов, чтобы могли все наши специальности, которые мы стараемся готовить, мы получали достойных абитуриентов. И, пользуясь случаем, хотел бы еще так подчеркнуть такой момент. Сейчас и президент об этом повторяет, и мы это насущно чувствуем. Очень острая потребность в инженерии. И не только в инженерии. И вот очень бы хотелось, чтобы подготовка пошла вот такая
полноценная подготовка по тем дисциплинам, которые бы дали толчок развитию экономики нашего народа. Я думаю, что это случится. Да, Умир Абдуллаевич, спасибо огромное. Руководство университета, Крымского инженерно-педагогического университета, все делает для того, чтобы сотрудники университета и, собственно, студенты почувствовали причастность к этой школе. Да. И именно поэтому на протяжении нескольких недель шли субботники, да, при содействии руководства Безусловно. университета. И на Студенты там стадии- работали, чтобы быть ближе к этой школе. У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите. Алло. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Meni adım Ruşen. Men sualim nedir? Bugun kunda hukumat tili gibi Kırım Tatar olgandan son niçin biz bir mektepke tırışamız? Niçin Kırım boyunca Kırım Tatar tilinde fakultatif olsa da biz hepside, mekteplerde öğrenmeyler. Niçin deseniz hukumat tili, bugün Kırım Tatar tili olsa niçin öğrenmeyler? O sualim. Cevap verin mi? Sağ olunuz. Сагумс, мы сегодня очень хотели видеть в эфире заместителя министра Айдера Аблятипова, да, Министерства образования. Но у нас есть достойный представитель министерства, вам слово. Спасибо большое. Бугун, сегодня говорить о том, что крымско-татарский язык не изучается, нельзя. Дело в том, что крымско-татарский язык, как один из государственных языков Республики Крым, изучается в общеобразовательных организациях Республики Крым. У нас есть 15 общеобразовательных организаций с крымско-татарским языком обучения. У нас есть классы с крымско-татарским языком обучения на базе школ с русским языком обучения. Всего обучаются на сегодняшний день на крымско-татарском языке 5380 детей. Это около 3% от общего количества. Это же очень мало. Это очень мало. Но у нас, если брать в целом изучающие, дети, которые изучают родной язык, около 25 тысяч изучают родной язык. Я еще раз хочу повторить то, что я говорила чуть ранее. На сегодняшний день желание родителей является основанием для того, чтобы открывались классы с крымско-татарским языком обучения в школах, на базе школ, отдельно школы с крымско-татарским языком обучения. И вот когда будет такая потребность в большей степени, у большего количества родителей, мы очень рассчитываем, что в 44-й школе тоже будут такие желающие, и у нас будут классы с крымско-татарским языком обучения на базе этой муниципальной городской школы, и количество детей увеличится. Во всяком случае, на сегодняшний день эта ситуация в руках родителей зависит от желания родителей и изучения. На сегодняшний день, продолжая эту тему, хочу сказать, что Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым организована работа по подготовке учебников, например, для этих классов, для школ, которые сегодня будут базой для детей, обучающихся на родном языке. И Аллах сметите, планируем на 2017 год уже подготовку учебных изданий по крымско-татарскому языку и литературе, именно оригинальных учебников. А Министерство образования как-то отслеживает настроение в крымско-татарском обществе? Потому что вы назвали такую очень скромную цифру 3%, что 3% родителей хотят, чтобы их дети изучали На родной язык. протяжении целого ряда лет, к сожалению, эта цифра колебалась совсем незначительно. То есть, начиная с первых лет возвращения крымско-татарского народа на родину, и когда первая школа открылась в поселке Октябрьское в 1993 году, и далее открывались школы, на сегодняшний день эта цифра, в принципе, она большой разницы не имеет. Поэтому вот исходя из потребностей населения, исходя из потребностей крымских татар в обучении своих детей, мы имеем вот эти цифры.
какие я говорила ранее. То есть все в руках у родителей, я правильно Все в руках у родителей. Желание родителей обучать своих детей на родном языке. Министерство образования как орган, кроме того, я хочу сказать, не забывайте, эти школы муниципальные, в том числе 44-я школа, это школа города Симферополя, муниципальная. И поэтому муниципальные органы управления образованием осуществляют работу с школами и классами, независимо от языка обучения. Министерство образования в данном случае является вот таким вот гарантом реализации конституционного права родителей на обучение на родном языке, конституционного права на изучение родных языков. И ну вот так. Крымско-татарский язык является государственным в Республике Крым. То есть этот статус нам дает только право выбора или все-таки обязательное изучение родного языка? На сегодняшний день в Конституции Республики Крым действительно прописано, что крымско-татарский язык, как и русский и украинский, являются государственными языками Республики Крым. К сожалению, в настоящее время пока нет закона о языках, который бы регламентировал использование государственных языков, кроме русского, естественно, государственных языков Республики Крым, крымско-татарского и украинского. Кто должен заниматься этим Закон о законом? функционировании языков. Да, закон о функционировании или закон на языках. Разные рабочие названия были этого проекта, и эта работа начиналась в Государственном совете Республики Крым и при поддержке Совета министров, естественно, и наши предложения мы тоже вносились. То есть есть проект закона, я правильно понимаю? На сегодняшний день закон этот не вступил в силу, он пока в стадии разработки. Хорошо, продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Алло. Да. Алло, говорите, пожалуйста. Merhabanız. Selam алейкум. Saygılı stüdyo misafirleri, Elvina kardeşimiz. Мен Раздольный районның Новоселская қасабасынан Зурия Санидинова. Адди инсанмын. Мен айтажақ сөзлерім, мына біздің қасабада бір топлам адамлар келген еді, Самарқанд облысынан, Ақташ деген жерден. О вақыт мен көргенде шашып қалған едім. Ол сәбичкелер, мына кішке балалар ана тілінде коншайырлар бір-бірімен. Шынды, мына 26 сене өтті, біз мына берде оғыдар биік адамлар бар, сау болсынlar, қайғыралар, істейлер миллет үшін етмеге. Ләкин бұл от родителей зависит деген сөзін ұмытмақ керекміз. Бек рижа етемін сізге. Родители амма, мына шынды бізде бақша, мына сау болсын нелер, Константинов ярдым еттілер бақша, бала бақшасы яқшы болды. Ләкин бұл сәбичкілер, деда, бабуля, білесім, совсем русша қоныша, ана баба, қартана қарпаба. Аңнашылды, çok sağolunuz. Anladım суалыңызды. Но законы жанра, мы должны уйти на рекламу, очень скоро вернемся. Ну что, Зарема Ханум, наверное, продолжим с вами беседу. Ну, собственно, понятное чаяние. Понятное чаяние, к сожалению, это бич, это проблема, когда в семье с рождения родители не говорят на родном языке. Родной язык впитывается с молоком матери. Айнениден башлай. Язык ки бізім яш ана бабалар аңнамайлармы? Йоқса мында қартларының емиеті эксілдімі? Оларның ролі жоқ мы мында? Мен қиын бір шей айтмаға. Белкизен адашларым да қошылырлар бұл сөзге. Қиын ебет. Қиын. Бұл ішіні ерінден тепретмек керек. Яғни балалар доғаннен ана тілінде лаф етіп в идеале, да? Сон бала бақшаға келіп ана тілінде тәсіл алсалар, ана тілінде бақшадан шыққан сон мектепке келселер, әлбетте тіл мұйты,
мектепке де чалышмақ қолай олар еді. Эмсон бөле балалар мектепні бітірген сон, университетке кірген сон, оларны да тілдері мұнда эмиетлі олар еді. Сағымыз. Леймар Ожа, перед тем, как вам вопрос задать, я, с вашего позволения, погружусь в некоторые свои воспоминания. Дело в том, что я, вот как и Умер Абдуллаевич, жительница микрорайона Фонтаны, и когда мы с сестренкой моей были маленькими, наши родители всегда говорили, вот вы будете учиться в этой школе, но не судьба. Нас отдали учиться в другую школу, и вплоть до 10 класса я была единственной крымской татаркой в классе. Сейчас, когда я смотрю на эту школу, то я искренне очень радуюсь за своих маленьких соотечественников, потому что сбудется моя мечта вот в их воплощении, да, в их судьбах. И мне очень странным представляется, когда вот, следишь за деятельностью некоторых товарищей в социальных сетях, где они говорят о том, что ну, это какая-то не такая школа будет, что что-то с ней не так. Тем более это говорят люди, которые всю свою жизнь посвятили образованию. И люди, которые были чиновниками, тот же Эдуард Дудаков, да, который, занимая государственную должность, не сделал абсолютно ничего, но зато язык очень длинный. Вот чего эти люди хотят? Чего они добиваются? Как вы считаете? Ну, я начну прежде всего с того, что у нашего народа действительно происходит величайшее событие. Конечно, мне обидно, что это событие такое единожное, да, что это появляется единственная школа. Но я хочу сказать, что я знаю, что по Крыму очень много таких гробов, недостроенных зданий. Я иначе эти здания никак не назову. И действительно, они в свое время начинались как-то строиться, забрасывались. Заброшенные эти здания убивали надежду у людей. И люди покидали эти места проживания, уезжали из сел в города. Несмотря на то, что наши люди могут жить везде абсолютно, у нас такая культура. И хочется сказать, что действительно эта школа, ну да, может быть, это небольшой шаг в развитии нашего образования, но это действительно шаг весомый. И хотелось бы обратить внимание на то, что школа носит цвет нашего флага. Школа построена в этническом таком стиле. Я думаю, что это мое пожелание, может быть, это кто-то когда-то учтет, что 2 спортивных зала могли бы учитывать наши гендерные особенности и нашу религию ислам. То есть девочки и мальчики могли бы отдельно заниматься физкультурой. Но мне хотелось бы обратить внимание, что появление таких учреждений, они бывают не случайно. Это действительно огромная работа. На протяжении 20 лет ну, фактически ничего действительно не делалось относительно этой школы. Я помню ее убогое состояние. Я знаю, что прежний Рескомнадз постоянно говорил, что ее ремонтировать нереально, что она может просто рухнуть в любой момент. И мне очень приятно, что этим вопросом занимался Заур Русланович Смирнов. Он действительно уделил большое внимание этой школе. Очень приятно, что, может быть, это хорошо, что поручили эту работу именно консолю. Я всегда говорю, что строительство домов для депортированных, я не знаю о качестве этих домов, но темпы, рост, умение это делать, поручили бы консоли, может быть, движение было бы быстрее. Но я хочу обратить внимание на то, что эта школа для нас действительно школа надежда. Я повторюсь, Умер Абдуллаевич правильно сказал. Почему? С одной стороны, мы выпускаем специалистов крымско-татарского языка и литературы. Я думаю, что они найдут достойное место своей профессиональной реализации в этой школе. С другой стороны, Зарема Ханум сказала о том, что мы планируем писать учебники. Это действительно правда. Это первый раз как бы вот так активно взялись за такое количество учебников. Это огромный труд. Но я хочу сказать, что надеюсь, что эта школа станет экспериментальной площадкой для этих учебников. Учитывая, что школа расположена все-таки в месте компактного проживания крымских татар, что крымско-татарский язык будет не просто популяризирован, а он действительно займет достойное место. И хочу обратить внимание, что Зарема Ханум здесь правильно сказала, все зависит от родителей. Не нужно упираться в эту непонятную гордыню, что наш язык должен где-то чего-то. Да, у нас есть телефонный звонок, давайте выслушаем нашего телезрителя. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, да, говорите.
Здравствуйте, Вадим Теплов, город Керчь. Что я могу сказать почему эта школа, и не только школа, любой объект будет в Крыму строиться 20 лет? Потому что это Крым, мелочная провинция, характерные показатели здесь. Центр города, угол здания администрации Кирова, 17, и улица Пролетарская. 20 лет тротуар как в Алеппо, разбитый. Там надо несколько кубов бетона. Просто немыслимо представить, что где-то, допустим, в Санкт-Петербурге, в центре города будет разбитый тротуар вдоль всей улицы. А в Керчи это нормально. Это не только Керчь, это весь Крым такой. Наша администрация не может, чтобы не украсть, а что-то сделать они просто не хотят. Поэтому в Керчи не осваиваются деньги, вдумайтесь. Потому что просто кому-то отдать, чтобы кто-то сделал, они не могут, и деньги остаются неосвоенные. То если бы денег не было, это было понятно. То Путин выделяет деньги, но их не тратят, потому что не могут выпустить из рук. Это характер менталитета провинции. В Керчи умирают люди. МРТ, магнитно-резонансный томограф, в больнице давно сломан и не ремонтируется. А наш премьер Аксенов 20 миллионов строит в декабре, вот сейчас, памятник никому непонятный ополченцам тех времен и народов. А потом в следующем году еще миллионов на 40 будет Да, мы вас услышали, спасибо вам огромное. Но дело в том, что вопрос дорог – это не только проблема крымская. Да, вот обзор мнения общефедеральный говорит о том, что это действительно глобальная проблема, которая касается всей страны, не только нашей с вами республики. Но будем очень надеяться, что и эту проблему наши чиновники все-таки решат и в очень короткий срок. Лема Руджа, пожалуйста. Да, и хотелось продолжить, что, вы знаете, меня настораживает не только, я не буду говорить о пассивности чиновников, потому что за 2,5 года мы все проблемы обозначили. Меня настораживает пассивность населения. Почему? Я хотела бы, чтобы люди, которые проживают в этом микрорайоне Фонтаны, чистенькое, они действительно были очень активными. В их руках есть полностью нормативно-правовая база. Почему я так говорю? Так уж случилось, что летом у нас активизировались люди, проживающие в поселке Каменка. Активизировались в том плане, что молодые мамочки вполне сознательно захотели, чтобы открыли детский сад с крымско-татарским языком обучения, воспитания. И они начали заваливать заявлениями, как бы и к нам обращаться, и Министерство образования где-то закидывать. И вы знаете, очень приятно, что на эту инициативу откликнулся Руслан Исмаилович Бальбек. Откликнулся в каком плане? То есть все считают, что если заявление написано, и вот завтра на тарелочке с золотой каемочкой вот это сооружение появится. Сооружение имеет технически, оказывается, массу таких этапов подготовки. И как оказалось, что в принципе реализуемо и в этой школе, которая новая построена, там будет детский сад. Люди, проживающие в Фонтанах, они хотят этого детского сада. Руслан Исмаилович поддержал эту инициативу. И дело в том, что в массиве Каменка планируется установка даже, насколько я знаю, 2 мобильных детских садов. Достаточно там детей. Мамочки очень разумно, настойчиво хотят, чтобы дети изучали крымско-татарский язык. Это те мамочки, которые выросли уже в Крыму, то есть это то репатриированное население, которое родили в Средней Азии, но выросли здесь уже в Крыму и родили своих детей. Так вот, я хочу сказать, что, оказывается, не только программы образовательные очень важны, а важна инициатива. Оказалось, что, например, в Каменке есть поле, которому необходимо было, прежде чем говорить вообще об этом мобильном детском садике, нужно было подвести коммуникации. Вот Руслан Исмаилович, несмотря на то, что 20 лет Украина там воду пыталась подвести, то есть вот проработали, что подвели электричество, газ, и осталось только соорудить. По всей России, оказывается, эти мобильные детские сады, они фактически везде функционируют и действительно отвечают всем современным требованиям и технологиям. Я беседовала с директором 42-й школы, и я думаю, что новый директор, которого мы действительно все поздравляем и на которого возлагаем большие надежды, в этом плане тоже будет перенимать опыт 42-й школы. Он тоже готов сейчас довести документы, Вилен Энверович,
на землю по этой школе и тоже начать работу по созданию детского сада. И хочется обратить внимание, что если 42-я школа – это школа с русским и крымско-татарским языком обучения, то там делается все возможное, чтобы язык изучали все. Уж так случилось, что мы вправе выбирать школы. И я надеюсь, что крымско-татарские родители, они будут разумны в том плане, чтобы обучаться все-таки в этой школе и таким образом проявлять свою не только солидарность, но и стремление к тому, чтобы все-таки язык реализовывался. Да, то есть меньше вот этих протестных настроений, больше дела, да? Да, вы знаете, я обратила внимание, что есть у нас законодательная база, есть у нас возможности. Вот, например, студенты нашего факультета, студенты Крымского инженерно-педагогического университета в этом году впервые приняли участие в Олимпиаде по крымско-татарскому языку как государственному. Впервые? Впервые в России проводилась такая Олимпиада по национальным языкам под эгидой русского языка. Организовал Казанский федеральный университет и университет Пушкина. Так вот, было очень приятно, что мы нашли все возможности, все законодательные возможности, все рычаги, чтобы всех тех, кто противился этому мероприятию, все-таки, ну, как сказать, вернуть на землю и показать, что в России законы работают. Наши дети поехали все-таки в Москву, приняли участие и достойно представили крымско-татарский язык, крымско-татарскую культуру. Поэтому мне хотелось бы обратить внимание, чтобы население было несколько активным. Угу. Хорошо, Можно да. чуть-чуть добавить? Хорошо. Вот я так задаю себе вопрос, почему мы сами себе противоречим, почему мы в каком-то противостоянии самому себе. С одной стороны, мы хотим, чтобы кто-то нам государственный язык в готовом виде преподнес, а вот своих детей отдать в школу задумываемся. Вот почему у нас вот созрела скажем, на 2016 год такая ситуация? В нашем очень народе. Странная ситуация. Вот, например, у меня дети родились в Крыму, и несмотря на то, что в свое время там были сопротивления, они учились в 8-й школе, и я скажу, что благодаря нашей активности мы открывали трижды там класс. И я думаю, что родители могут открывать, но нужно как-то активизироваться. Вот что-то нужно делать. Сейчас это возможно. Я думаю, что надо преодолеть вот эту боязнь. Непонятная боязнь, правда? Ходить по привести стеночке. такие примеры, ну, довольно уже исторические. Вот, допустим, можно уже смело сказать, великий наш профессор Апазов, Рифатова, Аллах рахметилесин, выпускник крымско-татарской школы. Отсюда, из Крыма, учась только на крымско-татарском языке. Вот было бы внутри желание. Едет в Москву, поступает не куда-нибудь, а МВТУ имени Баумана. Да. Заканчивает, работает в ракетостроении. И никак незнание крымско-татарского языка до поступления в ВУЗ, он, вот если кто его воспоминания читает, ну, это чистейший, добротнейший, литературный русский язык. Да, Умир Абдуллаевич, у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, я Усеинов Сиран Мемехович. Да, Сиранага, салям алейкум. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Сиранага, говорите, пожалуйста. Вопрос по поводу... Алло. Говорите, пожалуйста. Вот я хочу такой вопрос задать. Когда начнут подготовку кадров учителей для старших классов по предметам? Этот вопрос уже в течение 25 лет мы добивались что-то получить, но вот сейчас тоже я слушаю внимательно, как-то обходит этот вопрос мимо. Хотя это очень важный. Вот директор новый, и он будет брать кадры. Ну, я так понимаю, вам вопрос. Где вы собираетесь брать кадры, Элеонора? У нас есть время до сентября, и сейчас мы создаем базу. Мы с удовольствием рассматриваем все кандидатуры. И, конечно, на конкурсной основе мы будем отбирать самых достойных учителей, те, которые владеют и крымско-татарским языком, те, которые профессионалы в своем деле. А как быть с предметниками? Вот можно я тут проясню немножко? Дело в том, что у нас при Украине никогда действительно этих курсов не было. И Сираноджа,
он вполне правомочно задает этот вопрос. Но я хочу сказать, что сейчас есть, оказывается, механизмы, думаю, Минеоджи меня тоже поддержит. Во всех вузах создаются курсы доп. Образования. Да. И у нас в Крымском федеральном университете мы такие курсы заявили. И если специалисты-предметники хотят получить знания по крымско-татарскому языку и овладеть крымско-татарским языком, они могут приходить. Сейчас эти курсы открыты, делать заявку и обучаться. Они проходят сертификацию. То есть уже сейчас это в руках не Министерства образования, не КРИПО, а это в руках вузов, которые работают на территории Крыма. Поэтому вот эта проблема, мы ее можем решать. Кто хочет изучать, он будет изучать этот язык. Абсолютно правильно. Да, у нас еще один Слушаем. телефонный звонок, и меня уже начнем с вас. Слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Я бы немножко вопрос хотел поставить по-другому. Никто виноват, что школа 4 президента строилась более 20 лет. А сегодня, наоборот, сказать, кому нужно спасибо сказать, что все-таки эта школа достроилась. А достроилась она только благодаря тому, что Государственный совет в лице Владимира Андреевича Константинова сегодня изъявил большое желание и понял, насколько эта школа сегодня необходима массиву фонтана и ак-мечеть. Председатель комитета Государственного совета по делам межнациональных отношений Гафаров. Тот же самый трест гражданстрой, который в течение 23 лет охранял этот объект и не дал его разбазарить. Я знаю, что за охрану этого объекта никто не платил. И сегодня фирма «Консоль» вместе со службой капитального строительства смогла запроектировать этот объект, достроить его объект и сделать достойный объект, который сегодня удовлетворил все чаяния народа. Во-первых, это внешний вид, его содержание. Спасибо вам огромное. Знаете, все эти годы, 20 лет, нам говорили о том, что не было денег. Все очень просто. Нужна была только политическая воля. Правильно сегодня сказал Владимир Андреевич по этому поводу. Имеуджа, вы... Да, пожалуйста. Dedim Lemar Hoca'nın aytqanlarından razım. Gerçekten de bizde böyle imkanlar var. Endi yangi mektebimizge kadrlar hazırlamak için ve bunu da kaydetmek isteyeyim. Asıl da çok yıllar devamında biz başlangıç sınıf hocalarını hazırlayımız. Kırım Tatar tili mütehassıslığı ile yani başlangıç sınıf hocası hem Kırım Tatar tili hocası olarak çalışmaya imkanı ola. Ondan da gayrı aytmak isteyeyim. Tarih bölümünde, bizim fakültette tarih bölümünde okuyan ballarda, siz bilesiz yaxşı bunu Elvina Hanım, mutlaka birkaç fen Kırım Tatar tilinde geçilir. Yani onlarını endi tarih feni boyunca Kırım Tatar tilinde ders vermege çareleri olacak inşallah. Onun için ben belesem beraberlikte, birlikte çalışsak, beraberlikte bir şeyler yapsak, kadrolarını temin etmege biz sizge yardım edeceğiz. Biz başlasak yaxşı olur. А я хотела бы, Эльвина, вот прокомментировать звонок молодого человека. Дело в том, что сейчас состоялась, может быть, вот эта школа, она дала возможность площадке не только реализовать, может быть, инициативы государства, да, но и дала возможность показать общественным организациям и свою активность. И действительно показать, что государство начало прислушиваться к общественным инициативам. Мы знаем, что когда началось действие, что школа вот-вот уже начнет там работать, мы знаем, что был назначен директор, да? И мы знаем, что общественная организация Марифчи и Рамитли Ризага Фазыл, они очень хотели, чтобы директор был крымский татарин. И вы знаете, очень приятно, что общество действительно услышало наши чаяния. Очень приятно, что действительно это не потому, что кто-то кого-то там не любит, а просто потому, что вот действительно бывает, вот, наше желание такое было. И очень приятно, что под Новый год эти желания сбываются, что люди, сидящие в креслах, они услышали общественные организации. А общественные организации, они все-таки принесли голос народа. И те люди, которые приведут своих детей туда обучаться, я думаю, что вот того национального колорита, которого где-то действительно из-за проблем ассимиляции, выживания языка не хватает дома, то в школе, наверное, вот это будет компенсироваться тем, что директор – это не только организатор. Директор – это большая мама, мама всех, да?
и действительно, который будет стимулировать, мотивировать и родителей, и детей изучать крымско-татарский язык. Это вот для нас очень важно. Сагунус, у нас есть телефонный звонок, да, если не ошибаюсь. Говорите, пожалуйста, алло. Сәлем. Алейкум селям. Мына бу чоклап ките тілде лaf etmeler, işte bak mektepte de, evde de ya millet kanalda çokça ana tilimizni ko'rsatuvlar olsa, konsertler olsa, çok ko'rsatuvlar ana tilimizde olsa, o da büyük bağdan fayda verir diye düşünüyorum ben. Çok büyük sirek ana tilinde işlemiz. Saat 6'da kaytamız işlem, bakamız Kazakça olar. Ana tilde en çok olsa 1 saat, 1,5 saat işlemiz biz. Az o bizim millet için. O büyük bağdan fayda olurdu. Buna saat 6'dan hiç olmasa akşamüstü saat 10 gece, 11 gece ana tilde işittik. Büyük yaxşı olurdu. Buna öyle etip televizordan da ana tilimizin öğrenirdik. Hem konuşar edik birbirimizden. Büyük bağdan fayda olurdu millet kanalından. Да, Чок Саугунс, мы вас услышали, но хочется подчеркнуть, что телеканал Милет – это единственный телеканал, который работает здесь, в Крыму, и вещает на крымско-татарском языке. Зине Пуджа, пожалуйста. Эбет, мен біріншіден Элеонора ханымға хайырлы ve bereketli gelecek tahsil yıllarını dilemek isterim. Ve aslında Elmara Hanım da aytkan lafından birçok neticeler çıkartıp da onu biraz daha teferruatlı aytmak isterim. Gerçekten de milli mektepler bizim halkımız için pek mühim. Bunu bizler hepimiz bilemiz. Ama onun mühimliği tek til öğretmek gayesinde saklı değil dep düşünüyorum. Çünkü bir milletinin öz şahsiyetinin şekillenmesi, medeniyetinin şekillenmesi çeşitli türlü institutların içerisinde geçer. Ve biz de hepimiz bilemiz ki mektep bir insanın ömründe pek büyük bir yer almakta, onun şahıs olarak şekillenmesinde asıl institut olarak görünüyor. Ve milli mektepler milli menliğimizni tanımak, medeniyetimizni tanımak, dinimizni, adetlerimizni tanımak açısından bizim için önemli. Men hem Kırım Tatar mektebini bitirgen bir mezun olarak bunları ayta bilem, hem iki balam da milli mektepke katnagan bir ana olarak bunu aytam. Bizim için, şahsen benim için de olmak üzere milli mekteplerin asıl emniyeti bu yerde. Çünkü bizler balaçıklarımızın Allah'a şükür, biz bu yerde aslında kanunlarga çok laf açamız ama şunu da akıldan çıkarmamak gerekmiz ki ana olarak biz balamızga öz tilimizni öğretmesek Kur'an'da o onu endi 7 yaşına gelgen son mektepte öğrenmesi pek kıyın olacak. Doğru. Bu asıl bizim analarımızın vazifesi. Benim yaşımdaki anaların bu tragediya meselesine gelgen alı. Çünkü bizler, bizim neslimizdeki hanımlar, onlar gerçekten de yabancı bir til gibi özlerin tillerini öğrenirler. Biz yani bir mesele açamız. Yani ana babaların Kırım Tatar tiline öğretuv kurslarının mühimliği. Bu daha da emniyetli. Çünkü men bilem siz büyük iş yapasınız faydalı ilim merkezinde. Anda hem til kursları var, men barıp baktım. Hem de çeşitli türlü vasıtalar kullanıla. Hem de Kırım Tatar tilinde herkes lahırda etmeye tırışa. Hem de anda hem din, hem de tedavilik çeşitli türlü meseleler көтерілі ve ana babalar ile de okuyacak. Чок Саугунс, у нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста, алло, да. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. У меня есть претензия. Вот почему Джанкойск, я Усинова Фатиме. Я Усинова Фатиме, проживаю в Джанкойском районе, село Октябрь. Там нету ни школы, ни садика. Родители возят детей в школу, это и садик, село Майское. Им очень тяжело. Как можно решить эту проблему, что ни садика, ничего нету в этом селе, ни медпункт, ничего нету, абсолютно. Да, село голое. Услышали вас, Министерство образования, пожалуйста. Спасибо, сау болуңуз. Дефалар жана бабалармен көрүштүк, бул меселе боюнча лаф еттик. Но здесь проблема в том, что в селе Октябрь была действительно начальная школа, в которой обучались детки с 1 по 4 класс.
К сожалению, здание пришло в негодность. И на сегодняшний день есть экспертное заключение о том, что эта школа в аварийном состоянии, и поэтому мы не можем рисковать детьми. И поэтому местные органы исполнительной власти были вынуждены перевести детей в село Майское, организовать подвоз. Как вам известно, в Майском селе есть две школы. Школа с крымско-татарским языком обучения и школа с русским языком обучения, куда вот эти дети, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 44 или 45 человек, пошли обучаться. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, эту школу восстановить невозможно. Ну, может быть, когда-нибудь построят в селе школу, в зависимости, если будет такая потребность. Это хорошо сказали. Родители, нет, дело в том, что, понимаете, как родители говорят, рождаемость увеличивается, количество детей увеличивается. И, естественно, если появится такая потребность, то как вот сегодня... Судя по нашему звонку, да, она уже есть, сегодня есть. Это нет. Что значит есть? Эта школа существует, это здание существует, но это здание аварийное. То есть для того, чтобы эту школу восстановить на сегодняшний день невозможно, нужно строить новую школу. Вот таким образом. А для остальных деток, ну вообще для детей этого села организован подвоз, и эти дети сейчас обучаются в селе Майском. Вы знаете, вот у нас еще один телефонный звонок. Вот... Лимар Оджа, мы вернемся к вам. Телефонный звонок. Слушаем вас, алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, merhaba. Akşam şekeriniz hayırlı olsun. Şimdi beni bu Erimler Ahmetov Çankaka sizge. Ben bir taraftan şaşam, bu böyle передача кеткенде yaxşı, güzel ama evin kurganda başta temelini koyarlar. Şimdi mesele kitap bir mektep hakkında, umumiyde işte bizim halkın tili hakkında ya Cankoy mana şimdi Çankaklar, Cankoy'da, Keriş'te, Kefe'de, bilmem başka şehirlerde, köylerde bu meselenin kim bakacak? Tek manda demek bir til olsa demek bizim milli hareketimiz, bizim rehabilitasyonumuz bundan bitecek mi yoksa? Onun için ben çoktan yazgan edim kaç kere de, hem açkan edim daha aytam. Birinciden siyasi bakmak gerek meseleye. Verkhovny Sovet diyeyim ben şimdi Sovet'minde. Gossovjet'e en azdan 35-40% deputatlarımızı saylamak gerekmiş. Son o deputatlarda bizim kalk saylamak gerek. Nacionalny Выборщики, bizim kalk onu saylamak gerek. По национальным округам. Son mesele yerinden koçer. Bekim o 30-40%'dan bir 5%'i bekim yaltaklanıp yaşaranda portfelim joymayım dep. Ama kalganı illa bu meselelerin koterdi. Her bir yerde bu meselelerin bakarlar. Toponimika bakarlar. Bu devlet dilin bakarlar. Ne için biz vatanımızda yaşap da o devlet dilimizde kanun boyunca olganına biz ariza yazacak ekeniz. Bu herkesin boynunun borcu bizim Kırım Tatar tilinde okumak mektepte. Ariza gerek mi yazmaganda? Açmaya çok su isteyeyim ama bu yetkenden böyle. Başta депутатларын bakmak, siyasi meseleni çözmek gerek. Sağ olun Enver Ага, sağ olun. Мы вас услышали, это ваша точка зрения. Элеонора Оджа, таким знаковым образовательным учреждениям обычно присваивают имена. Что вот в этом аспекте с 44-й школой? 44-я школа будет носить имя Героя России Алиме Абдынановой. Этот вопрос решен, согласован с общественностью, поэтому я хочу сегодня об этом заявить. Имени Алиме Абдынановой, Героя России. Значит, Зеня Пуджа, вы занимаетесь практической деятельностью в Духовном управлении мусульман Крыма. Вы организовываете уже на протяжении многих лет, да, если я не ошибаюсь, бесплатные курсы изучения родного языка. Да. Вы, как человек, который занимается предметной деятельностью, какие можете выделить болевые точки в развитии нашего языка, какие основные проблемы сегодня существуют? Мен асыл оларақ тәжірибемнен да çok paylaşmak isterim. Birinci göstermek istediğim tecrübe biraz paradoksal bir variant. Men 9 yıl Қалай Kız Medresesi'nde hocalık yaptım. Ve bu yerde bizler temel til olarak Kırım Tatar tilini kullanaydık. Ama til olarak, ders olarak Kırım Tatar tili bizde hiçbir programmada yok idi. Umumi din derslerinin yanında
Кырым татар тили ve edebiyatı деген айры bir dersi okudu. Bizim talebelerimiz onu mektepte, herkesin keçкен программасына көре keçedi. Ama til bilmegen балачықларға bizler bütün derslerimizni o ana tilimizde laf etmege gayret eteydik. Bu pek zor bir şey edi. Çünkü en temel, en kolay şeylerini bile bizler 3'er kere, 4'er kere, 5'er kere tekrarlap, iki tilge tercüme etip, onlardan da aynı Kırım Tatar tilinde bu derslerini bizge anlatmasını talep eteydik. Ve şaşılacak bir netice alaydık. 3 yılın içerisinde bu balaçıklar tertemiz, güzel bir şekilde Kırım Tatar tilinde laf etmeye başlaydılar. Onların arasında başka milletten balaçıklar da olaydı. Ne yazık ki biz şimdi onların takdim edip olamayız ama inanınız ki onlar menden artta Kırım Tatar tilinde laf etmezler. Böyle bir acayip tecrübemiz de var bu mevzuda. Ayrıca biz daha çok öz kurslarımızda bugün Kırım boyunca 76 tane faydalı ilim ocakları bulunmakta. Ve bu elbette ki ocakların birçoğunda ders olarak Kırım Tatar tili, gramatika olarak geçilmiyor. Ama hocalarımız elinden gelgeni kadar din dersleri olsun, ahlak subetleri olsun, onlarını Kırım Tatar tilinde anlatmaya tırışalır. Elbette bu noktada bizim karşılaşkanımız pek ağır meseleler çıkar. Mesela bizim kurslarımızga 3, 6, 7 yaşında balaçıklar gelir. Ve bu balaçıklarga zaten anlatmak bir şeylerini kıyın. Kırım Tatar tilini bilmegenleri için bizim bu anlatmamız daha da bir şekilde kıyınlaşa. Ama 3-4 ayın devamında bizler göremiz ki bizim balalarımız, eğer biz onların Kırım Tatar tilinde laf etsek, onlar da bizlerge Kırım Tatar tilinde cevap vermeye başlarlar. Ve onlar gramatikasını bilmeseler bile bizden böyle sade cümleler kurup o ana tilimizde laf etmekini beceriler. Onun için birleştirici bir metodla hem ahlak, hem din dersi, hem terbiye mevzularında tek ana tilini kullanarak bu balaçıklarga bile biraz praktika kazandırmak mümkün. Ayrıca elbette elimizden gelgeni kadar böyle büyük merkezlerimizge, bugün Kırım boyunca bizim 2 tane büyük merkezimiz var. Burası eski Kırım'da, burası Akmesçit'te. Onların bazasında da fakultatif, воскресная школа formatında bizler Kırım Tatar tili kurslarını geçiremiz. Ve bunu söylemek biraz acı gelecek belki bizge ama bu kurslarga kelgenlerinin çoğusu başka milletinin vekilleri. Bizler bu kurslarga talebelerimizni toplamak için birçok ilanlarda bulunmamızga rağmen gene de demek ki bizim halkımız bazen o ana tili bilgi seviyesini pek yüksek kıymette kese ki bu kurslar bedava olmasına bakmayıp böyle pek faal katnaşmay. Onun için bizge bu mekteplerde elbette gerek olgan bir şey ama bedava olgan kurslarda bile eğer biz faaliyet göstersek, biraz özümüzni inisiyatif olarak albarsak, öz mesuliyetimizni anlasak, biz öz güçlerimizden bile öz tilimizni tiklemege yeterince inşallah bizim istidatımız var деп düşünüyorum. Сау olun Зиня Пуджа. Уважаемые телезрители, телефон нашей студии на сегодня закрыт. Инверага был последний, кто сумел до нас дозвониться. Имени Уджа, скажите, пожалуйста, состояние нынешнее, текущее крымско-татарского языка, каким образом впоследствии может сказаться на деятельности нашего факультета? Білесің, мен факультетіміздің фаалиеті ақында біраз соңча айтырым. Bir kaç söz başka bir mevzu değil de umumen tilimizin bugünkü vaziyeti hakkında aytmak isterim. Yani bu yerde evet yanı mektep açıla, hepimiz kullanamız, hayırlayımız mektepni ve derler ki çok binalar işte böyle bir perşan alda kaldırıldı, bayağı işler yapılmadı ama halkımız Kırım'a kaytıp gelgen son Kırım Tatar hocaları, alimleri, tetkihatçılar boşuna oturmadılar. 20 yıldan ziyade bir sıra sözlükler, lügatlar, derslikler, bedi edebiyat, bala edebiyatı neşir etildi, siz biliyorsunuz. Elektron kullanmalar neşir etildi. Matbuatta Kur'an'ın rolü, Kur'an'ın vazifesi anlatıldı. Çeşit türlü telemarafonlar geçirildi ana tili uğrunda, kureş ve ilahri dep.
Ama biz duyduk ki bu işlerinin neticesi biz istеген seviyede olmadı. Biz istеген neticelerge getirmedi. Ve dedik ki, mına alimler, tetkiqatçılar, dedik ki Kırım Tatar tilinin statusunu değiştirmek gerek. Eğer Kırım Tatar tilinin statusunu değiştirsek, demek tilinin vaziyeti de biraz değişecek. Mına endi 2014 senesi aprel ayında Kırım Cumhuriyeti'nin anayasasının 10. maddesi Kırım Tatar tilini devlet tili dep ilan etti. Devlet tili olurken Kırım Tatar tili demek onu öğrenmege, onda tahsil almağa, onu geniş Kırım'da kullanmağa yeni yollar ve yeni imkanlar açılmak gerek edi. Öyle mi? Ve açıldı mı yok mu? Biz bu şeylerini öğrenmek için bazı bir işte böyle malumat, bazı bir statistikanı öğrendik. Ve bunu ben seslendirmek istedim. Çünkü Zarema Hoca'nın aytkanlarına ben biraz razı değilim. Yani Kırım Tahsil Nazırlığı'nın kolegiyasının materyallarında böyle malumat tapamız. 2015-2016 senesinde Kırım Tatar tilini ders şeklinde geçken talebelerinin sayısı 10.000. 10.000'den biraz ziyadedir. Ama Kırım Tatar tilini oku prosesinden dış, yani vne учебная деятельность деген bir forma var. Yani ders değil de gerek şeklinde terbiyevi ve başka böyle bir işlerde 12.000'e yakın talebe öğrenilgen. Bakınız meslektaşlar, qaysı bir dünyada, qaysı bir hükümette, qaysı bir yerde devlet tili yani tögerek şeklinde öğrenili. Men bilesem devlet tili statusunu kazangan til, o öğrenilmesi mutlaka şart olgan tiller sırasına kirmelidir. Bizde böyle malumatlar, biz endi özümüz öğrendik. Mına Kerç, Krasnoperekop şehirlerinde 90% Kırım Tatar tilini öğrenmeler. Feodosiya şehrinde 70%. Yalta şehrinde asıl da Kırım Tatar tilini öğrenmeler. Evvelden 2014 senesine kadar Kırım Tatar tilinde albarılgan sınıflarda Kırım Tatar tili ve edebiyatı derslerine 5-7 saat ayrılaydı. Şimdi Zarema Hoca yanlışmasam 5-6 yok. Kırım Tatar tilinde Emin Hoca, Kırım Tatar tilinde tahsil algan sınıflarda, mekteplerde, anda aynı bugünkü kadar 5-7 saat saklandı. Başka mesele, Rus tilinde okutulgan sınıf olsa, o sınıfta ana tili nasıl şeklinde öğrenili? Bu başka mesele. Mında bir daha açık. Mında taraflama bakmak gerek. Sınıfta ballar ne kadar? Eğer bütün sınıf öğrense, elbette anda 3 saat ana tili var. Bütün sınıf olsun Rus tilinde okutulgan mektep. Ama anda bütün sınıf balacıklar Kırım Tatar tilini öğreni, anda olarda 3 saat var. Lakin eğer sınıfta bir gruppa bala öğrense, mında endi bazı bir problemlerge rast gelemiz. Lakin kene de aytmak isteyim, bu problemasını çözmek için mektep müdürleri çalışmak gerek. Ana, siz doğru aytasınız. Mektep müdürleri çalışmak gerek. Ama mektep, biz bu mahsus mekteplerge telefon bağı, yani özümüz barıp bağlandık. Mektep müdürlerinin cevapları bir ola. Ana baba ariza vermi, ana babanın istegi yok, onun için saatler kıskara, dersler tögerek şeklinde 4 saat, 3 saat, demek ki neticede Kırım Tatar tili hocalarının nagruskaları da kıskara, Kırım Tatar tili hocalarının sayısı umumen kıskara. Yani nasıl etip de devlet tili statusunu kazangan tilde böyle olmak mümkün. Ben bilesim, mahsus sizge bir misal getirmek gerek isterim. İtalya'nın şimali bir bölgesinde bir Lombard tili degen bir til kullanıla. En çok laf etkenler bu tilde 35.000 yani bu tilde laf ete. Ama bu til bu bölgede mutlaka tahsil sahasında, mutlaka sağlıklı korçalav sahasında, yani sistemi здравоохранения, почта işlerinde,
Аттаки, мен бұны çok yaxşı anlamadım. Энергоснабжение сасында біле құлана. Бұл мектеплерден ғайры мектепте оқытыла. Ve bu bölgelerde yerli memurlar, чиновники, eğer öz vazifesini eda etmege istese, yerini saklap kalmak istese, mutlaka bu tilini bilmek gerek. İtalyan tilinden beraber bu Lombard tilini bilmek gerekler. Bakınız, 35.000 eali laf ete bu tilde ve onlara bu kadar imkanlar yaratıla. Kırım'da 4.000'ge yakın Kırım Tatar yaşap da biz ariza bekleyimiz ana babalar eğer berse, eğer bermese mektep müdürü nasıl bakacak, mektep müdürünün dünya bakışı nasıl, olarga bola biz demek Kırım Tatar tilini ya öğreneceğimiz ya öğrenmeyeceğimiz. Onun için можно к вам вот присоединиться только в другом плане? Зейнеп Ханум сказала очень важную мысль. Я ее хочу именно по-русски озвучить, что наши родители все-таки пассивные. Можно миллион раз опираться на европейский опыт. Лимароча, с чем это связано? И поверьте, что в Европе тоже родители, они заказывают эту услугу образовательную. Не надо, я тоже много этот опыт изучала. Я всегда возмущаюсь, что как это государственный язык нет. А оказывается, они более сознательные, чем мы, понимаете? Они хотят, чтобы их дети знали. А у нас, оказывается, есть возможности бесплатно. Я с этим много раз сталкивалась на протяжении многих лет. Они хотят. Мы проявили инициативу, чтобы обратиться к президенту Российской Федерации об издании указа о сохранении, возрождении и развитии крымско-татарского языка. И мы заложили туда, что важно принять для нас законы о функционировании языков. Они разрабатываются, это правда, но они не принимаются. Есть масса всяких субъективных причин. Действительно, закон о государственной поддержке крымско-татарского языка, который не имеет нигде в мире государственности. Это, к сожалению, есть такой вопрос. И вот я хочу вам сказать, что, к сожалению, я как инициатор вот этого всего движения я столкнулась с тем, что наш народ настолько пассивный, что вместо 100 тысяч, которые хотя бы должны были заполниться на 50 тысяч голосов, мы получили всего 124 человека поддержки, из которых крымских татар с трудом нагребается там 80 человек. Почему? Знаете? А почему? Потому что наш народ очень пассивный. И все оправдывают тем, что директор не то сказал, тот не так посмотрел. А уже сейчас мы имеем прецеденты, что кто не так смотрит, он за это отвечает. То есть мы впервые получили эту возможность. Сколько уже учителей наказали, понимаете? Все-таки хочется, чтобы народ, вот я пользуюсь ситуацией, мы привыкли оправдывать, но хочется, чтобы народ немножко перестал быть пассивным. И бояться нечего. Бізде бүтін норматив базасы бар, ама біз пек пассивмыз, біз ич фаал деген. Meslekdeşler, elbette halkımız pek faal olmak gerek. Halkımız eğer mesela Kur'an'ta başı, Kur'an'tasında tilini öğretmese balalarına o em milletine, em milli tiline hıyanetlik yapar deyip saymak mümkün. Ama başka mesele, kimdir öğrendi mi? Ne için ana baba mesela milli mektepke balasını vermege istemiyor? Sebeplerini öğrendi mi? Yok, öğrenmedi. Sebepleri de bunun da bağlıdır. Bu tilini biz rahat devlet tilini Kırım'da geniş kullanıp olamız mı? Bir sahada yok mu? Ben bu şeylerini çok yerlerde aytam. Mesela bir eksperiment geçirek, çıkayık Kazlova sokağına, bir keteyek Sevastopolskaya sokağına. Kireyek aptekaga, kireyek bankka, kireyek başka bir firmaga, kireyek daha bir teşkilatlarga. Biz Kırım Tatar tilinde yaxşı laf etken insanlar kullanıp olacakmız mı şu tilini? Yok, kullanıp olamayacağımız. Sebebi nededir? Çünkü biz konuşan insanlar, akımız var. Yani bizge ak verdiler. Ama imkan vermediler. Pek güzel lahırda ete. Siz onu bugün öğrenmediniz. O vakit Kırım'a kayıtkan son bizde devlet dili yok idi. Bizde çok imkanlar yok idi. Ama biz tırışaydık, mektepler de yok idi. Men nege, ve siz menden razı olursunuz Lemar Hoca, men nege getirem bu laflarını? Yani Kırım Tatar tili, devlet dili olarak Kırım'da bir mektepte mutlaka öğrenilmesi gerek. Yani öğrenilmesi şart olan tiller cedveline girmek gerek. Rus mu, başka milletvekili mi, eğer birinci sınıftan başlap, haftada 2 saat Kırım Tatar tili. Çok sağ olunuz. Умир Абдуллович, ну это же очень... Единственному мужчине, да? Да, единственному мужчине, приоритет. Умир Абдуллович, ну это же очень острая проблема. Почему мы говорим о том, что сейчас население, оно настолько инертно?
Почему? Ну, естественно, мы тоже уже как-то расслабились, вернувшись на родину, ну, решили уже такой больше иждивенческий подход. Я вот думаю о более масштабном. Была большая политическая воля. Было решено на уровне президента Российской Федерации, предложено Республике Крым, чтобы здесь третьим государственным языком был принят крымско-татарский язык. Ввели в Конституцию, так ведь? А вот дальше закон о функционировании языка на сегодняшний день так и не вошел в силу. Мы его не слышали, не видели. И поэтому все свои проблемы мы решаем на своем бытовом уровне. Тот директор так не сделал, вот та учительница не так сделала, в том институте не додали, в этом университете вот так передали. И, пользуясь случаем, уже я раз начал говорить, я хотел бы вернуться к проблеме нашей родной 44-й школы. Вот если оглянуться вокруг, ну, прекрасное будущее у этой школы, но я бы хотел на вас, Элеонора Ханум, еще одну миссию возложить. Если оглянуться вокруг, в ближайшем окружении, в радиусе 5-6 километров, ну, особенно в сторону города, ни одного маломальски заведения в виде, ну, как мы выросли в этой среде, я вырос, в частности, я благодарен этому, может быть, и каких-то научных высот достиг именно благодаря этому. Не станции, ну, аналог я по-старому называю, не Дворца пионеров по-старому называю, не станции юных техников по-старому называю, не станции юных натуралистов. Даже элементарные какие-то спортивные школы достаточно отделены. Музыкальные школы, вот бабушки возят, это целая эпопея, в наших пробках везут своих детей в другой конец города для того, чтобы там несколько минут, неполный час ребенок учился в музыкальной школе. Если вот наша школа станет таким центром таким, притягивающим, да. Вот раскрыть сначала в виде кружковой школы. Вот это кружки, вроде бы сейчас, вот если кто-то послушает, опять его в совдепию понесло, скажет. Но я благодарен этому. Я благодаря этому состоялся. Я уже оканчивал школу на уровне мастера спорта. Это была кружковая работа. И благодаря станции юных техников, вернее, Дворца пионеров, и это бы в значительной степени наших детей собрало бы с улиц. Ведь посмотрите, чем заняты дети после школы. Они абсолютно предоставлены там, где родители работают, семью надо обеспечивать, дети предоставлены самим себе. И в этом плане, еще раз теперь возвращаясь к взаимодействию с нашим университетом, мы могли бы существенно в чем-то посодействовать. Допустим, я бы на себя взял, пусть нерегулярно, но с какими-то лекциями заинтересовать, притянуть к технике, какую-то притягательную силу школы увеличить в молодежи с тем, чтобы они более осознанно, ведь они, я откровенно скажу, приходят, сейчас вот разрешили сдавать веером документы при поступлении. До 15 специальностей он может себе выбрать. Там в 5 учебных заведениях по 3 заявления в разные специальности может подать. Пользуется всем. Он даже на день подачи заявления в высшее учебное заведение, он для себя так и не осуществил свой выбор. Не определился. Он так и не определился. А почему он не определился? Да ему никто не помог это сделать. Родители заняты на работе, он предоставлен самому себе, он выколачивает все свои знания из этого компьютера или из этих планшетов, выбивает и считает, что вот любой вопрос, который у него возник, он наберет в интернете и прочитает свой примитивный ответ. То есть мы отшибаем ему последние мозги, которые мог бы он в результате в школу приходит, вернее, в вуз поступает молодой человек, во-первых, едва поступает, а потом, попав в школьную аудиторию, он совершенно непригоден для дальнейшего обучения. А мы должны обеспечивать уровень магистратуры. Особенно сложно вот в наших технических дисциплинах, особенно сложно, я вижу, что и в медицине. Я бы очень хотел, я когда в 95-м году впервые столкнулся со школой, состоянием школы в Крыму, я к своему ужасу узнал, что здесь совершенно не преподается предмет черчения.
Да, и сейчас ее тоже нет. Абсолютно нет. Вот поступают первокурсники, я начинаю опрос. Что-нибудь, кто? Нет. Со всего потока ни один не может поднять руку и сказать, что он изучал черчение. Начинаю что-то физика. Ну, как предмет изучался? Ну, вот был учитель, ну, вот, и все на этом уровне. Да, спасибо за вашу точку зрения. Резюмируя, да, мы хотим сказать, что университет готов сделать все возможное для того, чтобы работать вместе и работать на одну цель. Пожалуйста, Элеонора Ханым. Ну, я хочу сказать, что школу мы хотим сделать современным центром обучения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Спасибо. Это наша задача. Я с вами совершенно согласна. Сейчас за счет того, что есть часы внеурочной деятельности, раньше это назывались кружки, сейчас это часы внеурочной деятельности. И в каждом классе это 10 часов внеурочной деятельности. Но суть та же. Суть та же, да. Проблема будет в том, что мы будем эти часы распределять по интересам. И мы планируем сделать школу полного дня. Не просто ребенок пришел в школу, отучил занятия свои и пошел домой. Есть какой-то определенный промежуток перемены, обед, и после часа мы будем запускать вот эту кружковую работу по интересам. Если ребенок хочет заниматься прикладным искусством, пожалуйста. Если хочет ребенок заниматься вышивкой, пожалуйста. Хочет петь, танцевать. У нас есть хореографический зал, у нас есть хорошая материальная база, где мы можем детей обучить по их и увлечь по их интересам. Это мы планируем сделать за счет часов неурочной деятельности. Да, у нас совсем мало времени осталось. Можно немножко подытожить? Честно говоря, вы меня так обрадовали. В каком смысле? Наверное, школа даст новый виток нашему народу. Что наш народ не будет, действительно, дети не будут беспризорны, они действительно будут пригреты, и у них действительно появится вот этот уже новый виток образованности, виток культуры. Потому что действительно у нас девочки, в последнее время растут и иголку, может быть, держать не могут. И действительно, если вы их этому научите, а если они действительно, я знаю, что такое школы полного дня, это действительно очень полезно. Это помогает и родителям немножечко и расслабиться, и восстановиться, и быть спокойным за своего ребенка. Поэтому на самом деле, радуйтесь, что у вас школа такая будет продвинутая, не только в техническом плане, а вы действительно, вещи хорошие думаете. Давайте радоваться каждому мелкому шагу. Каждому шагу думать, что Аллаха шукур, что это есть, благодарить Аллаха, что у нас это есть. Давайте вместе радоваться, и иншаллах у нас будет больше. Аминь. Да, огромное спасибо. У нас буквально осталось несколько минут. Я хочу затронуть такую очень масштабную проблему. Я понимаю, что времени совсем нет. Я думаю, что к Министерству образования, к вам, Лимара Ханум, касательно учебников. Дело в том, что когда мы были в украинский период, мы как журналисты этим вопросом занимались и просто были шокированы теми фактами, которые действительно были. Значит, Институт инновационных технологий, который действовал при Министерстве образования Украины, он сюда, к нам в Крым, спускал перечень тех учебников, которые нужно было переводить. И в этом перечне была химия, биология, информатика. Удивительная вещь. То есть печатались учебники, а предметников не было. При этом эта химия была, допустим, публиковалась за какой-то класс. На протяжении нескольких лет ребенок учился на русском языке, и тут ему в 8 классе, в 9 классе выдавали учебник на крымско-татарском языке, он год учился по нему и дальше продолжал учиться на русском языке. То есть абсолютно не было какой-то логичной системы, построенной, которая бы была ориентирована на интересы ребенка прежде всего, чтобы не ориентирована, знаете, на получение гонорара, за перевод или за деятельность типографии. То есть никакого коэффициента полезных действий не было при таком подходе в работе с учебниками. Зачем нужны были учебники предметные, когда, собственно, предметников не было? Вот сейчас с учебниками у нас какая ситуация, пожалуйста? Объясню. За 2 года, за 2015 и 2016 год, Министерству образования удалось организовать работу по переводу, редактированию, изданию учебников на крымско-татарский язык по учебным предметам. За эти 2 года 66 наименований учебных изданий в количестве 61 тысяча экземпляров были изданы. Вот буквально мы некоторое время назад, неделю, наверное, как получили последние экземпляры учебников из издательства «Просвещение». И сегодня мы уже можем говорить, что общеобразовательные организации с крымско-татарским языком обучения класс обеспечены учебниками. Что мы сделали в первую очередь?
поняв эту проблему. В первую очередь мы обеспечили учебниками начальную школу, то есть с 1 по 4 класс всеми учебниками дети обеспечены. Следующий этап – это было обеспечение учебниками учащихся 5-9 классов. Естественно, вот эти сложные предметы, как вы сказали, химия, физика, информатика и математика с 5 по 9 класс не были пока переведены. На сегодняшний день мы имеем переводные учебники по географии, по истории, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир и так далее. И кроме этого, в помощь к работе с этими учебниками был издан такой словник в помощь учащимся, в помощь родителям, в помощь педагогам, который разделен на 6 разделов: география, окружающий мир, история и так далее. И есть термины, которые в этот словник вошли для того, чтобы детям было комфортно, удобно работать с учебником. Это первый шаг, словник – это первый шаг к созданию большого словаря, который, мы надеемся, будет уже такой академический, научный, при содействии и участии специалистов высших учебных заведений. И такой словарь академический, научный действительно поможет нашим детям еще больше освоить. И вот на издание этих учебников из бюджета Республики Крым была выделена определенная сумма. Так, это более 46 миллионов учителей предметников рублей. Как не было, так и нет. На сегодняшний день вы сами сказали, что у нас есть учителя-предметники в начальной школе, которые могут преподавать на крымско-татарском. Как бы там ни было, КИПУ готовит, инженерно-педагогический университет готовит специалистов истории. Вы выпускаете учителей музыки, вы выпускаете учителей изобразительного искусства. И как Лимара Ханум сказала, сегодня те преподаватели, которые на протяжении 25 лет работают в школах с крымско-татарским языком обучения, они имеют возможность получить это образование, получить дополнительное образование именно языковое. И кроме этого, допустим, при КРИПО работают курсы тоже по методике изучения родных языков. То есть есть всяческие возможности, по крайней мере, мы все делаем для того, чтобы сегодня помочь педагогам работать в этих школах. И как сказал уважаемый коллега, есть люди, которые когда-то закончили школу с крымско-татарским языком обучения, и это никак не помешало им, извините, подняться на такие высоты и стать учеными. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день это очень хорошее подспорье. Не только знания предметные, но и языковые. Огромное спасибо, Чок Сагулмас. На протяжении всего нашего эфира шло онлайн-голосование. Мы задали вам вопрос, кто виноват в том, что школа 4 президентов строилась более 20 лет. И абсолютное большинство наших телезрителей, 1221 человек, высказали за то, что виновата бездеятельность предыдущих властей. Да. А что касается следующего пункта, пассивность народа, то проголосовали 1465 человек. Ну что, значит, да, у нас уже нет совсем времени, Умир Абдуллаевич. Подведя итоги сегодняшней нашей дискуссии, хотелось бы сказать, что да, у нас могут быть разные точки зрения, различные варианты решения наших проблем, но есть вещи, которые нас действительно объединяют. И таким ключевым объединяющим фактором является наш язык. В контексте нашей сегодняшней дискуссии хотелось бы сказать, что школа на Фонтанах, школа номер 44, безусловно, является нашим достижением и нашей гордостью. И уже очень скоро эта школа откроет свои двери для наших маленьких соотечественников. Спасибо за внимание. До встречи в следующий четверг.